Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания. Статья Нурсултана Назарбаева широко обсуждается общественностью республики. По мнению представителей этнокультурных центров, документ отражает принципы той политики, которую проводит Казахстан с обретения независимости. В этой статье также наш президент затрагивает ту идею, ту политику, которую наше государство уже ведет с момента образования. И здесь говорится о национальном единстве, о том, что мы все этносы должны быть сплочены, и как один народ, как одна нация, мы должны все вместе вносить свой вклад в реализацию таких вот подобных программ. Зарубежные профессора считают казахстанскую политику трехязычия грамотным политическим ходом. Доктор наук из Индии Пунит Гаур отметил, что владение несколькими языками сегодня становится обязательным условием благополучия современных людей. И этот факт подчеркивает в своей статье президент Казахстана. Хочешь прогресса – учи языки. Ваш президент постоянно призывает к единству и толерантности. Закрытие атомного полигона и другие его решения показывают дальновидность главы вашего государства. Нурсултан Назарбаев постоянно делает стратегические планы, и они помогают Казахстану двигаться вперед. Гуманитарные кафедры во всех вузах страны позволят развивать среди молодого поколения межкультурные коммуникации и воспитывать на основе национальных ценностей. Так считает заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Академии правосудия Тулеугали Бурбаев. По его словам, статья президента адресована прежде всего современной молодежи. В ней отражается призыв к внутренней модернизации, к поднятию уровня образования, культуры и конкурентоспособности нации. Статья очень в методологическом плане, концептуальном плане заслуживает особого внимания, и, соответственно, нам надо дальше развивать, дальше работать с тем, чтобы углубить вот эту философию, методологические постановки. Наша задача – передать те знания, опыт, который накопили за эти годы, те ценности, которые есть у нашего народа. Через образование, через культуру, через воспитание, через средства массовой информации. То есть побольше нам надо говорить о тех духовных, нравственных ценностях, которые есть у нашего народа.